Состоялась 36-я очередная сессия Якутской городской думы. Было рассмотрено 20 вопросов. Главным вопросом стал отчет по итогам работы окружной администрации за 2021 год главы городского округа города Якутск Евгения Григорьева. Он подчеркнул, что Якутск является одним из самых быстро растущих и молодых городов. Население города ежегодно растет примерно на 7 тысяч человек. На 1 января 2021 года зарегистрировано 347 тысяч жителей. В целом результаты 2021 года очень позитивные. Наблюдаются изменения в лучшую сторону практически по всем показателям. Благодаря поддержке главы республики увеличены поступления по столичным функциям, по безвозмездным поступлениям, выросли собственные доходы города, проведена работа по сокращению муниципального долга. Восстанавливается сеть общественного питания до пандемийного уровня, обновляется коммунальная техника, кратно увеличивается благоустройство дворов. Началась реализация трехлетнего плана благоустройства и озеленения. В плане ввод не менее 300 тысяч квадратных метров жилья, капитального ремонта 11 школ на территории городского округа, выкуп 3 пристроек образовательным учреждениям, ремонт 36 километров улично-дорожной сети, благоустройство дворов. В городе появится 100 новых автобусов и 90 единиц коммунальной техники. Проблема безнадзорных животных остается одной из самых острых в городе. По словам Евгения Григорьева, будет дополнительно выделено 30 миллионов рублей для того, чтобы увеличить пропускную способность пункта передержки. Заслушав подробный отчет главы города, депутаты в целом поддержали отчет и выразили свое мнение, обратив внимание на наиболее узкие места отчета, перегруженность городских автобусов в час пик, больше внимания в сфере здравоохранения, оценили отчет исчерпывающим, содержательным, проведена большая работа. В целом депутаты оценили работу на хорошо, ну и вообще, конечно же, коллеги отметили, что у нас сейчас настаются, можно сказать, непростые времена, и, конечно же, нам необходимо поддержать окружную администрацию, главу нашего города, для того, чтобы, развитие города у нас не остановилось, и, соответственно, мы могли обеспечивать полностью весь цикл жизнеобеспечения в нашем городе. Далее депутаты утвердили целый ряд вопросов, касающихся в основном корректировки бюджета городского округа город Якутск на текущий год. Есть там корректировка по нескольким направлениям. Если говорить об общем объеме доходов бюджета, то он сейчас составляет 22 миллиарда 80 миллионов рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы в бюджете города составляют сумму 9,5 миллиардов рублей. Объем тех доходов от вышестоящих бюджетов у нас составляет 12 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом расходы городского бюджета у нас составляют почти 23 миллиарда рублей. Ну, это, если быть точнее, 22 миллиарда 800 миллионов рублей. При этом дефицит бюджета у нас составляет 700 миллионов рублей. Вот такие параметры основные. Скажем, я бы сказал так, что здесь это плановая работа. Мы все прекрасно понимаем, что принимается бюджет на год, да? Но каждый бюджет, он в той или иной мере дополняется или изменяется. Вот сейчас бюджет города получил дополнительные доходы. В связи с этим мы скорректировали и расходную часть, то есть посмотрели, причем это надо говорить о том, что это плановая работа, еще раз. Когда принимался бюджет, мы уже ставили определенные направления, которые нам надо дофинансировать. И сейчас вот работа первого квартала этого года, скажем так, выливается в такие вот изменения в бюджет. То есть ничего экстраординарного здесь не случилось. Это плановая работа, в первую очередь, депутатского корпуса, совместно с окружной администрацией. Сессия городских депутатов завершилась, но все депутаты выразили обеспокоенность ситуацией на Украине. Поэтому необходимо пристальное внимание со стороны органов исполнительной власти. Президент нашей страны вынужденно принял решение о
спецоперации на территории Луганской и Донецкой народных республик, в том числе на территории Украины. Надо подчеркнуть, что речь не идет об оккупации этой страны. Мы знаем и говорим о том, что Украина — это братская страна. Наши сограждане, их немало, 600 тысяч, вы знаете, значит, только на территории ДНР и ЛНР с российскими паспортами граждан России, можно сказать, ждут гражданства больше миллиона людей на этих территориях. И, конечно же, мы очень сожалеем о том, что вот на протяжении 8 лет не исполнялись Минские соглашения, где люди действительно очень страдали, жили в подвалах, находились под постоянным прицелом и, и под огнем артиллерии, ракет. И, конечно же, это, к сожалению, привело к такой ситуации, когда необходимо было защищать своих граждан. Понятно, что экономическое давление на нашу страну, оно будет. Более того, и сейчас мы уже видим, что происходят определенные изменения. Пока я думаю, что это больше паники, да, чем фактических каких-то моментов. Но мы прекрасно понимаем, что ситуация, наверное, все-таки, скорее всего, будет ухудшаться в экономическом плане. Но мы помним и 2014 год. То есть с 2014 года курс на импортное замещение, у нас реально экономика начала достаточно активно развиваться. В части продовольственной сферы мы очень сильно продвинулись с 2014 года. И, возможно, это становится определенным каким-то стимулом, да, вообще развития экономики. Но надо говорить о том, что есть еще те сферы, где нам предстоит достаточно серьезные работы, и где мы должны, скажем так, эти направления закрыть, чтобы быть самостоятельной экономикой, самостоятельной страной. Я имею в виду сейчас не то, что отделиться, да, а чтобы мы имели по тем или иным направлениям свои возможности. Если, например, если сейчас мы говорим, пресловутый SWIFT, да, который, многие говорят, но многие не понимают, да, но у нас такая же система параллельно уже существует. И об этом задумались как раз с 2014 года. Мы сейчас очень достаточно серьезное давление на нашу авиацию. Но с 2014 года мы начали достаточно активно, по крайней мере, разрабатывать и запускать в производство нашу собственную авиатехнику. Я имею в виду сейчас пассажирскую. Да, времени чуть не хватило, но в любом случае эти работы начаты. И я думаю, что тот курс, который нам наши партнеры из Запада показали, куда нам двигаться, да, он принят, и по нему будем двигаться. И понятно, что здесь задача и окружной администрации, и депутатского корпуса очень четко и вовремя чувствовать те изменения, которые происходят, чтобы скорректировать в том числе и бюджет. Мы прекрасно понимаем, что в любом случае экономическое давление на Россию будет. Понятно, что мы будем испытывать определенные трудности и на территории города, республики, да? Но сейчас главная задача, чтобы, скажем так, противодействовать этому, надо быстро и четко реагировать на те ситуации, которые происходят. Как в политике, так и в экономике. Скорость принятия решения в обычной жизни даже, да, это залог успеха. А тем более в таких ситуациях мы должны мгновенно реагировать на те или иные изменения. В соответствии с положением статьи 61 регламента Якутской гордумы депутаты отчитываются перед своими избирателями. Состоялся отчет депутата по автодорожному округу председателя Якутской городской думы Альберта Семенова в школе номер 25 города Якутска. Отчет проводился в форме официального выступления и в формате видеоконференц-связи с соблюдением санитарных норм при коронавирусной инфекции. Вначале с подробным докладом выступил Альберт Семенов, рассказал о деятельности в течение года и остановился на информации о бюджете города и реализации национальных проектов в городском округе. Ознакомил жителей округа с планами на 2022 год. Заслушав подробный отчет Альберта Семенова, жители Автодорожного и Сайсарского округов поблагодарили его за поддержку, за результативную работу.
Сегодня у меня состоялся отчет как депутата по автодорожному избирательному округу номер 2. В мой избирательный округ входит два административных округа. Это Сайсарский административный округ, автодорожный административный округ. Я очень благодарен жителям моего избирательного округа. Мы сегодня видели в нашем зале, что пришли и молодые избиратели, и люди старшего возраста, наши ветераны. Прозвучало много пожеланий, выступлений, очень много было вопросов. Отчет восприняли на хорошо, чему я, конечно же, очень рад. Вопросов действительно очень много было, начиная от безнадзорных животных, заканчивая дорогами, автобусные маршруты, вопросы, связанные с уборкой снега. Вопрос ставился также по подростковому центру, по культурному центру. Поэтому у жителей вопросов много, мы стараемся отрабатывать все вопросы, которые к нам поступают. Сейчас у нас новые молодые главы округов. Мы с ними тоже наметили свой определенный план работы. Будем выезжать уже на территорию, смотреть по вопросам, связанные с благоустройством, вопросы, связанные с детскими спортивными площадками, которые сегодня ставили перед нами наши избиратели. Ну и, конечно же, ставить вопросы уже перед коллегами из окружной администрации, перед правительством, с тем, чтобы, удовлетворить те пожелания, которые высказывают наши избиратели в части строительства новых социальных объектов, строительства и ремонта дорог. Благодаря такой обратной связи мы можем говорить о том, что наша работа не стоит на месте, она продвигается. И хорошо то, что у нас смягчаются ограничения, мы уже можем общаться вживую. У нас также мы наметили совместную работу, как потеплеет, будем уже выезжать по территории, будем смотреть, где что необходимо сделать. Ну и, конечно же, будем совместно решать эти все вопросы. Я очень благодарен своим избирателям, которые находятся всегда со мной на связи. Обратная связь для меня очень важна, как для депутата от автодорожного округа. И та поддержка, которую они оказывают мне, и ту оценку, которую они сегодня мне поставили, для меня это очень важно. Это говорит о моей работе в округе. Ну и, конечно же, в целом, как председатель Якутской городской думы, я должен ставить вопросы уже не только своего округа, но и по всему нашему городу. Совместными усилиями, я думаю, что мы добьемся всех поставленных целей и задач.